Для детей, состоящих на учете в Мирнинском районе, организовали квест-игру. 9 команд соревновались в честь столетия якутской милиции и 300-летия полиции, рассказывает Марина Захарова. Необычную квест-игру провели для детей работники полиции. Подростки Мирнинского района примерили на себя роль оперативников, криминалистов и следователей. Участникам показали видеоролик. По легенде, камера наблюдения зафиксировала правонарушение. Теперь ребятам предстоит распознать преступника. Квест разбили на 10 этапов, каждый из которых представлял для участников определенное испытание. Разобрать и собрать автомат, разгадать кроссворд на логику и находчивость, правильно снять отпечатки пальцев, провести опрос, выполнить процедуру опознания и в конце составить фоторобот подозреваемого. Отнеслась скептически, потому что как бы в полицию пойти на конкурсы, где мы тут бегать будем. Но потом пришла и все увидела, и мне понравилось. Это было что-то невозможное, это было очень интересно. Как бы больше всего понравилось допрашивать людей. Вот сидишь, там надо было допросить одного человека. Ну, это было бомбезно просто. Мы много чего узнали. Много чего узнали, много. Да. У них работа очень сложная. Сотрудники полиции очень бдительные, занимаются очень интересными вещами. Организаторы не знали, как отреагируют дети на такое мероприятие. Провести игру в стенах полиции для детей было своего рода экспериментом. Теперь же у сотрудников появились новые усовершенствованные идеи. Здесь они увидели другими глазами, им разрешили все потрогать, разобрать оружие, одеть бронежилет, каску. Это же совершенно другая ипостась, да, это совершенно другая сторона и нашей жизни в том числе. Поэтому я думаю, к нам потянутся, а мы всегда рады. Вот у меня в голове такая идея, что мы возьмем 2 команды, соберем из состоящих и из детей сотрудников и будем проводить какое-то мероприятие. Ну, возможно, такое же, возможно, какое-то другое, но вот такое же открытое, интересное, вот такое сподвигающее на хорошие идеи. Все команды получили номинации и памятные подарки. Абсолютную победу одержала Мирнинская коррекционная школа-интернат. Участники проявили неподдельный интерес к игре и изъявили желание повторить квест на следующий год. Марина Захарова, Марфирина Алексеева, Вадим Ларионов, Мирный.